Сохранится ли для Абхазии угроза в случае вступления Грузии в НАТО? Так звучал один из вопросов Андронику Миграняну на встрече с абхазскими журналистами. Российский политолог считает саму возможность вступления Грузии в НАТО весьма сомнительной. Еще в 2008 году Грузию с Украиной приглашали в НАТО, но тогда ряд европейских государств выступил против, отметил он. Многие специалисты по международным отношениям говорили: вы представляете, если бы мы тогда их приняли бы в НАТО, это значит, мы что, начали бы воевать с Россией, с ядерной державой? Ради кого? Ради чего? И были счастливы, что такую глупость не сделали. Так что, скорее всего, этого не будет. Но если даже вдруг, предположим, некое чудо, и Грузия будет в НАТО, никакой опасности для Абхазии в этом не может быть просто и в помине, потому что ваша и территориальная целостность и безопасность гарантирует первая или вторая мировая сверхдержава в военном отношении. Так что в этом плане вы себя уже обеспечили и обезопасили, скажем так. Говоря о вызовах и угрозах перед частично признанными государствами, такими как Абхазия, Мигранян отметил, что маленькие государства очень уязвимы, если нет внутренней консолидации общества, просвещенной элиты, осознания национальных идей и последовательной работы на их реализацию. Я о другом, кстати, сказал бы про Грузию. Фактически Грузия, она вообще сегодня уже теряет свою государственность и свою субъектность. Ну, вы знаете, в Аджарии практически полностью хозяйничает Турция. В самой Грузии тоже, в общем, очень широко представлены турецкий капитал и турецкое политическое, экономическое влияние. И демографическая ситуация в Грузии аховая. И, конечно, вот что тут говорить, вообще Тбилиси окружен исключительно этими населенными азербайджанцами территориями. Отвечая на вопрос об идее создания в Европе собственной армии, Андроник Мигранян отметил, что считает эту возможность нонсенсом при наличии такого блока, как НАТО. По мнению политолога, создание армии по сути означает уход американских военных из Европы. Обеспечение собственной безопасности потребует колоссальных вложений от европейских государств, а они этого делать не хотят, говорит Мигранян. Но здесь, по его словам, есть и вторая сторона вопроса, которая пугает европейцев. Вы представляете, объединенная Германия сегодня реализовала мечту всех немецких руководителей, включая Гитлера. Ну, в меньшей степени, может быть, потому что Европа объединена и объединена фактически под экономическим доминированием Федеративной Республики Германии. А вы представляете, американцы уходят. Это какой страх от такой Германии для Польши, для Франции, для всех соседей, которые никто из них, да, они живут, якобы европейские ценности и прочее, но никто ничего не забыл. Эти все исторические, культурные и прочие противоречия, которые были, они все, собственно, никуда не делись. А потому что американское сверхприсутствие, оно, конечно, в общем-то, не допускало, чтобы Германия или тот немецкий тевтонский дух, который был, он возродился. Когда создавали НАТО, лорд Исмей, друг Черчилля, он говорил, НАТО создается для 3 целей. Чтобы Америка была в Европе, Германия была к ноге, ну или на коленях, и Россия вне Европы. Это должна, значит, измениться вся абсолютно идеология и все понимание места вот разных государств, если это произойдет. Не обошлось и без вопроса об Армении и Нагорном Карабахе и действиях России для снятия напряжения в этом регионе. Комплекс проблем, связанных с ситуацией с Карабахской войной и с тем, что и как складывается в этом регионе, трудно рассматривать однозначно, считает Мигранян. По словам политолога, главным бенефициаром Карабахской войны является Турция. А политика нового правительства Армении оказалась провальной, подчеркнул Андроник Мигранян. Но надо сказать, что армянское руководство тоже, это новое руководство, своей абсолютно провальной политикой создало ситуацию собственного поражения,
а б, еще и попыталась свалить собственное поражение на Россию. И на российскую дипломатию, на российских военных, на российские власти. Но президенту Путину пришлось напомнить Пашиняну и всем, что несколько раз он обращался с призывом прекратить военные действия, а армянское руководство продолжало до тех пор, пока не оказалось потерянным еще и этот знаменитый исторический город, неприступная крепость Шуши и Гадрут. И вместо того, чтобы как бы вернуть у Азербайджана взятые территории, 7 районов, плюс к ним добавились и 2 коренных основных районов самого Нагорного Карабаха. Андроник Мигранян ответил и на ряд других актуальных вопросов, касающихся геополитики. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.